Венспилский театральный дом Юра Сварты стал первым местом, где группа «Инструменты» представила свою новую программу. Перед началом концерта музыканты заметно волновались, ведь публике они предложили немного иное звучание. Это волнение, несомненно, было приятным, но когда я вышел на сцену, моментально в душе, внутри воцарилось спокойствие, забылись все технические детали, которые сначала тебя отвлекают. Группа «Инструменты» в основном ассоциируется с Янисом Шипкевицем и Рейнисом Сейнсом, но в этот раз на сцену вышел и третий участник группы Гатис Затис, обычно остающийся за кадром, несмотря на то, что он и мастер по звуку, и режиссер, и создатель музыки. Один человек присоединился, нас было двое, а Гатис всегда был за кадром, всегда нам помогал записывать и создавать композиции, причем уже долгое время. На сцене нас бывало и 50 человек, и 10, а сейчас тот момент, когда кажется, что надо именно так. Инструменты не боятся экспериментировать, и в этот раз, представляя характерный для себя стиль, они познакомили слушателей с музыкой немного медитативного направления. Как говорят сами музыканты, музыка для путешествия внутри себя. Очень спокойная музыка, для меня даже чересчур. Я вот уже своим знакомым сказала, что эта музыка хороша для йоги. Я представлял себе немного другую музыку, но ничего, было хорошо. Название нового альбома «Экамс» до это своего рода запятая или соединение с тем, что будет потом. После концерта участники группы встретились с публикой, чтобы судить об эмоциях, которые испытали слушатели не только по аплодисментам. «Инструменты» продолжат свой концертный тур по всей Латвии, а в Риге предусмотрены 2 особых ночных концерта. Татьяна Саксаганская, Гита Мартинсона, Инджодзинш, Курзамское телевидение.